Древние чуваши верили, что они живут в центре всего мира. Поэтому в их сказках, мифах и легендах человек занимает ключевое место в мироустройстве. Человек – дитя природы. Он – неотъемлемая ее часть. Живя в гармонии с природой, человек регулирует некоторые ее моменты, помогает или способствует многим ее явлениям. Во времена самых длинных дней и самых коротких ночей из каждого семейного очага деревни огонь собирали вместе и тушили его. Это делалось для того, чтобы огонь не вышел из-под контроля человека и не принес ему несчастий в виде пожара. Патем ялдык var шагындай. Шагында. Кейсен жаурух юмары. Абла булсан пушлат бар. Юра. Эй, вуд, таза вуд. Если берей ошо бадын, канлых бадын, канешлых бадын. Хале сана сундерет бар. Хивел тазалза быйлзесін сана шенерен тердет бар. Ай банду бере, сана нушагдарда сран, айыптарда сран сундерет бар. Уштас. Понимая, какую мощь имеет огонь, человек всегда стремился повелевать им. Он восхвалял дух огня, дух матери огня, все его семейство, прародителей и детей. Обращался к огню как к живой субстанции, умолял, заговаривал его. «Заклинаю тебя, дух матери огня, с чистыми помыслами и открытой душой, благодатный огонь, будь в добром здравии, от нас на чужбину не ходи и к нам чужих не пускай, будь у нас в почете, дай нам милость твою».